До письменной истории Якутии мы берем с древнейших времен до прихода казаков. До 1632 года. Будем считать, что это опорная дата, когда Петр Бекетов приехал в Ленский край, основал Ленский острог. С этого начинается письменная история. И отвечаю на вопрос, как жил человек в Якутии до прихода казаков. До прихода казаков, человек здесь появляется в период, как было отмечено, каменного века, с палеолита. Если говорить конкретно о народе Саха, о скотоводах, коневодах, то мы с вами говорим о том, что первые скотоводы, коневоды начинают проникать на территорию Якутии с XIII века. До прихода скотоводов и коневодов на территорию Якутии у нас жили народы, которые мы относим к палеазиатам, те народы, которые занимались оленеводством, это те народы, которые говорят на тунгусо-маньчжурских языках, вена, венки. Первые скотоводы-коневоды начинают проникать с XIII века, и начиная с XIII-XIV веков нашей эры мы говорим о том, что здесь на территории Якутии появляется новый тип хозяйствования – аласное скотоводство. Основной причиной, почему скотоводы закрепились на данной территории, где очень суровый климат, и где на первый взгляд можно отметить о том, что вообще нет условий для разведения скота, мы говорим о том, что, ссылаемся на наших аксакалов, они отмечают о том, что когда первые скотоводы пришли на территорию Якутии, они увидели в Аласах те отголоски степной зоны. То есть, когда мы говорим о таких крупных долинах реки Лены, как Энксели, Аркяне и Туймада, то мы говорим о том, что да, тут первые скотоводы могли отметить, что ландшафт, он очень похож на степной ландшафт, где удобно разводить крупный рогатый скот, лошадей и заниматься таким видом хозяйства, как скотоводство. Природные условия у нас очень жесткие, у нас очень экстремальный климат, у нас больше 200 дней земля находится под снегом, 6 месяцев зимы. И несмотря на это, мы говорим о том, что здесь человек, якуты, они разводили скот, лошадей, и чуть не дошли до Ледовитого океана, считайте. То есть якуты являются самым северным скотоводческим народом, который не просто в условиях севера, крайнего севера, сохранил не только свой тип хозяйствования, но и культуру. Это нам говорит о том, что аласное скотоводство, оно является одним из самых успешных типов хозяйствования на севере, наряду с оленеводством. Что такое аласное скотоводство? Для того, чтобы понять, что такое аласное скотоводство, мы должны опять же разделить на составные части этого определения, и где фундаментом всего понятия является алас. Что такое алас? Алас – это продукт термокарстовых процессов, это, если говорить по-простому, появление каких-то оазисов, степной зоны с полной водой в океане тайги. Но мы говорим о том, что эта зона, она крайне неудобна для земледелия. Плюс добавьте еще 200 дней под снегом лежит, что делает скотоводство и коневодство в условиях севера крайне затратным, трудоемким и тяжелым типом хозяйствования. Но несмотря на это, мы говорим о том, что да, начиная с XIII века, первые скотоводы, коневоды закрепляются на этой территории, и алас становится колыбелью якутской культуры, народа Саха. И отмечаем о том, что алас – это и есть фундамент такого традиционного культурного ландшафта в Якутии. Когда мы говорим о том, как жили древние якуты, мы себе представляем алас, в этом аласе хозяйственные постройки, заборы, изгороди, и вокруг этих изгородей пасутся коровы, лошади, стоят там серге, урага, летнее жилище якутов, балаган, зимняя юрта, например. Да? То есть это классический якутский ландшафт, и он начинает формироваться примерно где-то начиная с XIV века нашей эры. Аласное скотоводство, оно имеет характер распыленно-сезонного. Как понять? Распыленно-сезонно это означает о том, что, опять же, возвращаемся к описанию традиционного образа жизни якутов. Они жили отдельно по аласам. Каждая семья имела свою территорию, свой алас, где они пасли свой скот и занимались коневодством. И плюс еще мы говорим о том, что сезонном.
Якуты как народ это полукочевой народ, то есть мы все знаем прекрасно о том, что делают якуты. Летом они переезжают в Сайлык, летник, а зимой они переезжают в зимник, Кыстык. Полукочевой вид скотоводства. Это определяет, опять же, образ жизни якутов. Какие-то обряды, связанные с переездом в Сайлык, какие-то нужно придерживаться определенных там, календарных каких-то дней, какие-то приметы, суеверия, религиозные какие-то моменты, которые определяют черту для того, чтобы сменить свое местоположение, то есть переехать или в зимник, или в летник. Это определяет образ жизни якутов. То есть, если говорить о том, что якутские богачи, богатые скотоводы, байдар, у них было много аласов. Они объезжали эти аласы определенные периоды времени, и в каждом аласе у него жила определенная семья. То есть, когда мы говорим о многоженстве якутов до прихода казаков, то можем теоретически отметить о том, что да, это своеобразный способ ведения хозяйства. Понятие далбар-хотун, то есть хозяйка двора. Она держит скот, смотрит за двором, за хозяйством, а богатый хозяин этой всей земли, всего этого скота, он объезжает все свои аласы, смотрит, как там живут его семья, как стоит скот, как пасутся его лошади. Когда мы были в Монголии и в Казахстане, беседовали со скотоводами, современными скотоводами, университет организовал экспедицию, и мы там спрашивали у местных скотоводов, какой самый ценный ресурс для скотовода современного. И они ответили, это вода. Не коровы, не лошади, а именно вода. Если есть вода, то скот будет стоять, там, найдет себе траву, там, что поесть, а вода – это основной источник, ресурс для скотовода. И тогда мы сразу с вами понимаем, почему первые скотоводы, семьи скотоводов, которые начинают проникать на эту территорию, закрепились здесь. Самое главное богатство – это, конечно, вода. Огромное количество озер, рек. Мы говорим о том, что аласное скотоводство, оно развивается в междуречии Вилюя и Лены, и Ленангинском междуречии, да, то есть это центральные якуты, вилюйские якуты, где у нас скотоводство, считайте, до сих пор процветает. Основной ресурс – это вода. Помимо воды, мы говорим о том, что, конечно, первые скотоводы, коневоды, приходилось им достаточно трудно. Если посмотреть труды Башарина, там очень красиво описано, какими трудностями сталкивались первые скотоводы, которые занимались аласным скотоводством. Отмечается, что первые скотоводы косили сено не летом, а где-то ближе к концу лета, осенью, и косили траву даже не косой, а батасом, то есть пальмой, мечом. И отмечается о том, что да, охота и рыбалка была очень таким мощным подспорьем для первых скотоводов и коневодов, которые начинают проникать на эту территорию. Охота и рыбалка начинает вытесняться, начиная где-то с 15-16 веков, когда у нас полностью формируется якутский тип хозяйствования, аласного скотоводства, когда оно начинается не адаптироваться. Когда мы говорим, первые скотоводы начинают проникать на территорию Якутии, они адаптируются к условиям, природным условиям, климатическим условиям, ландшафтным условиям каким-то, да, то примерно где-то до прихода казаков 17-16 века мы говорим о том, что да, тут у нас процветало скотоводство. Почему? Потому что одной из причин вытеснения охоты и рыбалки как типа хозяйствования, да, промыслового типа хозяйствования, мы говорим о том, что, во-первых, это мясо, масло, допустим, да, молоко, которое получаем от разведения крупного рогатого скота и лошадей, оно приносит больше дохода, больше ресурсов, чем охота и рыбалка. И второй момент, это, естественно, касается того факта, что корова и лошадь, оно в Якутии является испокон веков как товарный знак, как предмет обмена, как мерило богатства.
Мы отмечаем о том, что алласное скотоводство – это семейное занятие, это родовое занятие. И до сих пор мы говорим о том, что якуты меряют богатого человека по количеству скота и лошадей, сколько там жеребят пасутся у него в Аласа, в родовом Аласе, например, сколько коров содержится. И важной новостью для современного якута и якута, который жил в те добрые времена, старые, самая главная новость, сколько родилось телят, жеребят, это есть показатель, который до сих пор является мерилом. И отмечаем о том, что да, с приходом казаков 17 века те семьи, те роды, которые занимались коневодством, скотоводством, они, естественно, платили ясак лучше, чем те народы, те семьи, которые собирали, ну, там, занимались промыслами, да, охотой и рыбалкой. Когда мы говорим о проникновении скотоводческих, коневодческих семей, родов и племен на территории Якутии, естественно, случались какие-то конфликты с местным коренным населением. Но эти конфликты носили характер не таких крупных столкновений. Да? Почему? Потому что оленеводы и скотоводы, у них различный уровень интересов. То есть скотоводам интересны пастбища, вода, а оленеводам, ну, олень где пасется? Они пасутся в тундре, лесотундре. И, конечно, конфликты были, ну, такие не крупномасштабного, чтобы говорить о каких-то оставшихся следов. На территории Якутии скотоводы начинают проникать, начиная с 13 века. Основным типом хозяйствования якутов является алласное скотоводство. Основой являются лошади, коровы. И когда мы говорим о том, что самый главный вывод, да, то, что якуты занимаются практически селекционной работой, выведением специальной породы лошадей и коров, которые умеют пастись круглый год и зимой, и летом под открытым небом, это лошади. И специально, ну, вывели, считайте, специальную породу, которая адаптирована к местным условиям. Это якутская корова с повышенным содержанием жирности в молоке, которая может спокойно себя чувствовать в условиях короткого лета, долгой зимы. Главное, что мы поняли с этой лекции, что алласное скотоводство является традиционным типом хозяйствования для якутов, является основой для вообще всей культуры народа Саха.